Сегодня в мире практически не осталось видов спорта только для мужчин. В новом столетии женщины и мужчины имеют практически равные возможности в спортивных дисциплинах. Представительницы прекрасного пола навсегда укрепили свое право заниматься любым видом спорта. В Кыргызстане с 2015 года появился такой вид спорта, как масс-рестлинг. Прошло совсем мало времени, но женские схватки уже перестали уступать по зрелищности мужским. У многих любителей масс-рестлинга появились свои любимицы-женщины, которые совершили революцию в практически мужском виде спорта в нашей республике. Одна из них Назия Майлибашева. Она абсолютная чемпионка Азии и серебряный призер чемпионата мира. Назия, вы на сегодняшний день, у вас очень много всех званий, так сказать, да? Вы являетесь абсолютной чемпионкой Азии, плюс вы считаетесь мастер спорта, да, по международного класса по масс-рестлингу. И все же, как вы начали свой путь? Вот расскажите, как вы пришли к этому спорту? Давно ли? Недавно? Первый раз я познакомилась с масс-рестлингом в 2017 году. До этого, в 2016 году, я видела по телевизору, как вообще вот про этот спорт. Были игры кочевников на Иссык-Куле, и как раз же была трансляция, и тогда я видела, что есть такой спорт, но как-то не обратила внимания. В 2017 году, абсолютно случайно, заехав на заправку, на автозаправку. Да, ко мне я заехала, и ко мне подошел мужчина и рассказал мне, что есть вот такой спорт, и что вот он видит во мне потенциал. Это был Эркинбек Тезекбаев. К сожалению, во время пандемии такого человека его не стало, хотя он мог очень многое сделать для спорта. То есть тогда он пригласил увидел вас чисто случайно на автозаправке, да, и подошел и предложил. Да, мне тогда было как смешно, да, мне уже за 30, какой спорт. Но он очень так настаивал на том, чтобы взяла номер телефона, вот. И я вообще серьезно не восприняла. Потом дома рассказала своим домашним и мужу. И тогда муж мне сказал, почему нет, да, что ты теряешь? И я попробовала. Вначале просто было интересно, а потом загорелась. И вот вы человек не профессиональный на то время, да? Вы занимались спортом или нет? Нет. Не занимаясь Вообще. спортом, пришли первый раз, грубо говоря, в спортзал, начали применять, наверное, специальные упражнения. Вот, наверное, было тяжело, да? Очень. Потому что я такая, я сама не маленькая, да, такая крупная, прихожу в зал, и девочки такие невысокие, легкого веса поднимают такие тяжести, да, а я думаю, я тоже смогу. Первое время я же тоже не понимала, поднимаю, потом неделю ходить не могу, потому что все болит. Постепенно начала учиться. Первое соревнование, я помню, которое я поехала, международное, было в Алмате. И я вообще не знала, что такое гонять вес, там. Просто вышла, и один раз была чемпионка с России, у нее была весовая категория, килограмм на 40, наверное, больше. Я не знаю, чисто случайно или как, мне удалось у нее один раз вырвать палку. И я подумала, ну-ка, можно. И вот, а дальше я пошла. Это был для вас какой-то стимул, да? Да. Я не зря пришла в этот спорт. Да. А в чем уникальность масс-рестлинга? Вообще, вот из чего он состоит? И как давно он появился у нас в Кыргызстане? В Кыргызстане с 2014 года федерация, по-моему, была создана в 2015 году, но уже ребята, спортсмены, выезжали на соревнования, кажется, в 2014 году. Вот что меня привлекает, да, в чем
фишка для меня. То, что ты не контактируешь с соперником, то есть абсолютно друг друга не трогаешь. И то, что вот, хотя вот многие думают, что это вот палку тянуть, на самом деле нужно очень огромную силу иметь, и помимо силы еще надо думать. Поэтому, ну как, это вид единоборства, да, где надо думать. То И есть есть своя тактика, да, обязательно, да. свои приемы, да? Да. Вот. Вот мне нравится в том, что ты... И поединок длится недолго, то есть ты там не ходишь, не мучаешься, считанные секунды. То есть там играют считанные секунды, да? И твоя судьба решается, да, то есть ты годы тренируешься и за считанные секунды показываешь результат. А много ли у нас вообще спортсменов, которые занимаются этим спортом? Вот ваша федерация? Да, спортсменов много. Вообще в сборной у нас... А девочек? В женской сборной у нас 5 весовых категорий, получается 5 девочек и 9 весовых категорий мужчин. В общем, 14 человек – это вот взрослый командный состав. Есть юниоры, ветераны. И вот с каждым годом все больше и больше интересуются. Я вижу, что интенсивно развивается. Вот вы являетесь мастер спорта международного класса, да? Есть ли у вас свой класс? Охотно ли идут на такой спорт? Я не знаю, вот, например, мой сын, он до этого занимался дзюдо, всеми видами борьбы, но это не продолжалось долго. Вот сейчас старший сын, он уже год как занимается масс-рестлингом, и он не хочет бросать. И я вижу, вот ребята молодые, они... Да, к этому да, спорту? потому что здесь и физические данные развиваешь, и азарт, ну и, наверное, в силу того, что еще молодой спорт, есть возможность, да, быстрее продвигаться, не такая большая, наверное, конкуренция, да, вот, как в других видах спорта. И вот вы, значит, вот начали, ваша первая была поездка, это город Алматы, Казахстан. И вот вообще вот первые ваши ощущения, когда вы выходите уже с настоящим соперником, уже не в спортзале, да, а на большой арене, вот каково это было? Страшно, потому что, я же говорю, я вообще первый раз выхожу, и напротив меня спортсмен, ну, в абсолютно весовой категории тогда была, которая, ну, намного больше. Ну, единственное, был страх, но и было большое желание не опозориться, да, вот я приехала от имени Кыргызстана, и вот надо, верят. да, и главное не опозориться. Хотя, конечно, после этой борьбы я, наверное, недели 2 ходить не могла, потому что мои мышцы еще не были готовы, да, к такой нагрузке. Вот сейчас вы сколько вот это профессионально говорится? Тянете на грудь или что там делаете? Имеется в виду в килограммах, если вы... В килограммах, вот мы работаем в основном блок тяга, это вот тренажер, сидя тянем. Я дохожу до 220 килограммов. То есть вы берете 220 килограммов? У нас есть такое упражнение статика, присед. Вот. То есть вы можете сесть и поднять 220 килограммов? Натянуть. Натянуть Да. 220. А поднять 160 килограмм. Вот становая тяга 160. Больше у меня не получается. Назия уже как 7 лет занимается перетягиванием палки. Целеустремленность и работоспособность помогли Назие громко о себе заявить уже с первого чемпионата республики. Как признается спортсменка, масс-рестлинг – это ее жизнь. Он дал ей возможность не только реализоваться как спортсмену и добиться больших результатов, но и увидеть мир, обрести новых друзей. Назия, вот знаете, это вот все ваше? Мое. Просто глаза разбегаются. И это кубок, и пояс абсолютного, да, чемпиона Азии. Вот самая вот ваша вот такая вот медаль, может, значимая для вас, вот той, которую вы прям
Как говорится, была заработана кровью и потом. Это вот кубок. Скажите. Медаль, которую я вот выиграла, это вот эта медаль в Польше в 2019 году. Был Кубок мира. Кубок мира он проходит 3 этапа, и это был финальный этап. В финале я должна была встретиться очень-очень сильной спортсменкой с Венгрии. И физически не только я, 99%, наверное, понимали, что она сильнее. И даже были такие комментарии, что ты держись, главное, чтобы тебе ничего не оторвали. Вот. И только один парень вот с нашей сборной сказал, иди, говорит, вы столько времени потратили, такой долгий путь, оставили дом, детей, семью, приехали, вы уже от души поработаете. И я не знаю, это было чудо или... И мне удалось ее выиграть, это было самое... На самом деле победа, когда вот именно такая вот неожиданная, и когда с такими достойными соперниками, чистая, это самое дорогое, да, это самое приятное. Вот. И на следующий день главный тренер соперницы пожал руку и выразил свое уважение. Это вообще было бесценно, поэтому это самая дорогая, наверное, самая значимая на сегодняшний день моя победа. Видя все эти кубки и медали, вам, наверное, благодаря, наверное, поддержке семьи, да, это все получилось побороть, завоевать? Я вообще очень счастливый человек, потому что во всех сферах моей жизни меня поддерживают только надежные, любящие люди, которые меня действительно во всем поддерживают. Иначе я бы, наверное, навряд ли чего-нибудь добилась. И я безумно благодарна Всевышнему, что меня окружают только такие вот люди, на которых я могу всегда положиться. А какое-либо соревнование? Идет ли какое-то медицинское освидетельствование, запрещенные Вы имеете в виду допинг-контроль? Да. Нет, в нашем виде спорта допинг-контроля нет. Насчет препаратов, наверное, каждый индивидуально. Как бы я... Вы как уже спортсмен с опытом, да, вот вы видите соперников, да, то есть уже, мне кажется, можно будет зрительно понять. Конечно, ты видишь, что у человека, например, та же женщина, она, там, у нее уже видно, да, там, изменения, там, ушные раковины, формы носа, там, волосяной покров, но мы же не можем, потому что у нас нет допинг-контроля, и это, наверное, утверждать ты не можешь, да. Может быть, когда введут в свое время, тогда уже будет. То есть это и есть одна из основных проблем, да, в вашем спорте? Да, Имеется в виду, чтобы это все было на равных, понимаете? Пока нет, я думаю, сейчас не на равных. Вот есть, да. Может быть, было бы, наверное, хорошо, если бы допинг-контроль ввели. Тогда бы у нас были бы, наверное, шансы больше. А вот вообще вот этот вид спорта государством вообще вот в последнее время поддерживается, как было вот раньше и как сейчас? Есть ли у вас какой-то сравнительный анализ? Да, вот последние годы государство очень хорошо оплачивает поездки. Те же самые заграничные Да. Вот последние соревнования тоже, транспортные расходы, проживание, питание. Когда я только пришла, мы очень часто ездили за свой счет. Тем более, Но это как бы затратно. Да. Тренировки, все было за свой счет. Первые годы вообще. А вот последние, наверное, 2-3 года потихоньку стало лучше намного. Масс-рестлинг требует серьезной спортивной подготовки, ведь он содействует мышцы рук, ног, спины и брюшного пресса. Поединок длится до 2 побед одного из борцов в 2 или 3 раундах. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника и если соперник выпустил палку из рук. Когда меня пригласили, на самом деле, получается, если бы мой муж
не сказал, да, не подтолкнул бы меня, да, он поддержал, наоборот, он меня подтолкнул пойти в зал, вообще начать заняться спортом. Ну, конечно, за 6-7 лет, что я в спорте, разное бывает, потому что в силу того, что у нас такой менталитет, наверное, да, довольно часто мужчины, они относятся по-другому, да, когда женщина Ну, в мол, спорте. смотри детей, Да. воспитывай детей, И быт. да, например, в том же зале часто или где-то на соревнованиях критикуют то, что, ну, что женщина должна рожать детей, выходить замуж. И, ну, спорт это не женское дело. Многие же не знают, что я уже 20 лет как замужем, и детей мы уже нарожали, дома построили, деревья насажали. Вот. Поэтому я очень рада, что мне так повезло с мужем, потому что мой муж одобряет и всячески поддерживает. Вообще это очень важно, да, когда тебя поддерживают твои близкие, это мотивирует. И если даже где-то я сама сомневаюсь, получится, не получится, надо, не надо, наоборот, он меня подталкивает, говорит: нет, давай, езжай, у тебя все получится. Он меня поддерживает. Главными качествами масс-рестлера спортсменка называет выносливость и умеет выстраивать стратегию. По ее словам, человек может быть физически сильнее, но может брать его хитростью. Также необходимо быть интеллектуально развитым стратегом, тренировать внимание и уметь концентрироваться. Победа дает мне мотивацию идти дальше. То есть ты ставишь какую-то цель, достигаешь, и самая важная победа для меня – это не физическая победа, а победа духом. То есть ты понимаешь, что та работа, которую ты проделала, дала тот результат, который ты хотела, да? И то ощущение, которое ты испытываешь, когда встаешь на пьедестале, поднимаешь флаг страны, а тем более, когда звучит гимн, ну, это невозможно передать словами. И, наверное, смысл в том, что вот достигая одной победы, ты идешь дальше, да, вот, то есть удовлетворенность духом, да, не физически, а духом. О чем вы думаете, когда вы заходите в спортзал? И что для вас значит вообще вот это вот место? Зал – это то место, где я вообще отключаюсь. Вот честно, я прихожу в зал, наушники, и просто отключаюсь. Ну, у меня есть определенная программа. Ну, каждый, наверное, расслабляется по-своему. Я расслабляюсь. Ни о чем не думаю. Ни о достижениях, ни о том, что вот, а просто работаю. И когда вот разогреваюсь, вот, даже если кто-то подходит, что-то говорит, я стараюсь отойти, не думаю. Вот место, где я отдыхаю. Назия Майлибашева считает, что успехов в спорте добиваются женщины, которые правильно выстраивают тренировочный процесс, дисциплинированы, живут и дышат спортом. Ведь как в любом другом виде спорта, в масс-рестлинге главное начать и не останавливаться. Тогда и придет успех.